Ассаляму алейкум, сайгала телесерджілермаз. В ефірі програма «Бугун». І я рада вітати гостя сьогоднішньої нашої програми. Це голова правління організації «Арекет», керівник гуртка «Англійська для малечі» Амет Бекіров. Ассаляму алейкум, Амет бей. Селям Іль-Богдан, вітання з Львова. Пєгузель. Амет бей, розкажіть про себе, як опинилися в Дрогобичі, а згодом у Львові. Ой, нам передачи не хватит, если я буду все подробно говорить. Смотрите, в 2014 году холодное лето 2014 года мы принимаем решение выезжать тимчасово из Крыма. И так получается, всех подробностей это очень долго говорить, опиняемся у славному Дрогобиче. В Дрогобиче мы прожили 3 года, 11 дней и 2 месяца. И потом уже в 2017 году, как раз 11 листопада, переезжаем уже во Львов. То есть это наше было осознанное решение временно, тимчасово выехать из родного Крыма. Угу. А чому саме Львів? Дрогобич, Львів? Очень хороший вопрос, и это очень часто, да, мне приходилось отвечать на этот вопрос. Когда-то, давным-давно, я очень любил смотреть передачу «Орел и решка» про путешествия. И вот в одной из передач там показывали именно Львов. И я своей диляре, моей дружине, сказал: ой, как хорошо было бы однажды посетить этот прекрасный, чудесный город, да. И вот тогда когда я отпустил эту мечту свою во Вселенную, и получается, что будьте осторожны, будьте очень осторожны со своими мечтами. Они, оказывается, исполняются. И вот так, что когда принимали, были родственники на материковой частине, да, Украины, но мы решили, это же все было временно, давайте поедем во Львов. Но так получилось, так Вселенная услышала, наверное, по-другому, и мы очутились в славном Дрогобиче. Вот так получилось. А наскільки важким був переїзд? Крим, як це можливо? Дуже важкий, дуже важкий. Це була дитяча мрія. З 5 років я мріяв про Крим, про мою казку, да? І хвала Вселенной, Всесвіту, да? Всесвіт хоче мене. І одного разу я був вже в рідному Криму. Стоп, я що запутався. Я коли згадую про Крим, у мене стільки емоцій. Ще раз питання, будь ласка. Угу. Наскільки важким був переїзд до Львова, до Західної України? Так, важким, дуже важким. Так, це уявляєте собі, коли я вже був в славному Дрогобичі, да, я постійно собі давав питання, а є життя після мрії? У мене ж моя мрія, да, моя мечта осуществилась. И тут вдруг, да, поменялось, все вокруг поменялось. И я постоянно задавал себе вопрос, есть ли жизнь после мечты?
какая она, что. И вот выбор, конечно, трудный. Но если говорить уже честно, на тот момент, в 2014 году, действительно мы думали, что это временно, что мы временно выезжаем из Однотма. Поэтому как-то сильно, сильно на тот момент осознание не приходило. Осознание приходит постепенно, только сейчас, уже на 7-й год, ты понимаешь, да, что мечта, или вот так я лучше скажу, мечта народжується знову. Ось так. А як сприйняли вас місцеві? Як ставилися до кримських татар? Дуже файно, дуже гарно. Дивіться, у мене є досвід, да, я можу розповідати про Слав Дрогобич і про місто, якому я частково мешкаю зі своєю родиною. І у мене такі два досвіди. Перший досвід – Славний Дрогобич. Місцеві люди, да, з любов'ю, з добротою. Года, 2 месяца и 11 дней, что мы жили в Славном Дрогобиче, это была любовь. И потом уже переехал в этот город, где мы сейчас, да, живем, я могу уже с уверенностью сказать, что вот любовь я почувствовал, любовь именно людей, городка, да, маленького городка, я почувствовал именно в первые 3 года. Эта любовь и нужна, потому что первые 3 года были очень сложными. Вот эта перетурбация, осознание какое-то, да, метаморфозы действительно в мышлении, в осознании, да, всего происходящего происходили именно в первые 3 года. И поэтому я очень благодарен, да, вот моему любимому Славному Дрогобичу за его теплоту, за его любовь. А когда мы переехали уже в Львов, где уже я был подобен, здесь уже меня питала любовь Славного Дрогобича, да, и мне здесь были новые испытания, новый досвид. Тут, во-первых, город большой, город туристический, люди уже другие, другой светогляд, другое мировоззрение, да, все реально землі. І вот Всесвіту, да, дякую, да, вот Вселенной за те, що, по-перше, після мого раю, після мого рідного Криму, у мене був Славний Дрогобич. Тому що, якщо би я з Криму одразу опинився би тут, у цьому, в этом городе, то я по-другому бы, наверное, бы воспринимал, да, по-другому. Но факт остается фактом. Сначала был Дрогобич с любовью, а теперь уже этот город, в котором я сейчас, да, здесь очень мне нравится слоган Львова, да, «Львів відкритий для світу». И вот эта відкритость, об відкритости це можна поговорить уже, ну, я не знаю, потом, может быть, но хорошо сначала быть. Вот так. И поэтому у меня уже есть вот эти 2 опыта, 2 досвіда проживання на 2 городах. Амідбій, а що відрізняє українців Львівщини і Криму? Що відрізняє українців Львівщини і Криму? Ух ти! Ха-ха! Очень класно, це дуже файне питання. Дивіться, в Крыму я даже не замысливался, да, про идентичность, про, как это сказать, да, то есть в Крыму у меня по-другому было. Да, мы
мой сын пошел в украинский класс, и предметы там были українською, но вот вчителька, розмовляла з нами російською, і оточення було російськомовне. А в Криму моє оточення було російськомовне. І я нічого не знаю, українців російськомовних, не відрізняв. А вот когда я уже попал, в Драгобыч, вот тут у меня мое знакомство с іншей культурой, с іншими людьми. И самое, что мне помогало, может быть, это мое личное, когда ты открыт миру, то мир открывается тебе. И когда ты с улыбкой, к человеку обращаешься, открыто, то и ты в ответ видишь улыбку и понимание. И вот первые 3 года в славном Драгобыче, вот это было открытие мешканцям Дрогобича. И дрогобычане відкривалися нам. То есть вот эти в первые 3 года было очень сильное, такое взаимоузнавание. Вот так я могу сказать. И действительно, я могу вот ответить на этот вопрос уже как? Драгобычане и львовяне. Вот здесь я уже могу видеть разительные отличия. А украинцы Крыма и украинцы сейчас тут на западе Украины, здесь я ничего не могу сказать. Вот так. Дуже цікаво. А ви очолюєте організацію «Арекет». Які проєкти вдалося виконати? Ух ти, супер, дякую за питання. Все почалося з Дрогобича. Я дуже щось багато розповів. Тому що коли я згадую мій шлях тут протягом 7 років, я постійно перший був Дрогобич. Саме в Дрогобичі ми створили громадську організацію «Арекет». Це рух, а рух – це життя. І є історія успіху і історія тиші. От історія успіху можна сказати про Драгобич. История тишины – это уже больше про Львов. В 2017 году, у нас был очень классный проект Драгобичи. Мы его назвали «Мандрівний музей». И мы представляли драгобычанам культуру, историю, ремесла крымских татар. Пригласили нашу историкиню Гульнару Бекирову. Она розповідала про национальный рух в университете имени Ивана Франка. Мы пригласили нашего маэстро Харикова. Он расповедал, играл, показывал наши национальные музыкальные инструменты. И впервые в истории славного Драгобыча на ратуше с высоты птичьего полета лунала наша национальная татарская музыка. Це було неймовірно. Це було супер. Ми приїхали Рустема Скибіна. Как раз был тиждень австрийской культуры в Драгобыче. И Рустем Скибин показывал наше искусство, прикладное искусство. Австрийцы были в шоке. Они реально были шокованы. По-перше, как это в таком городке маленьком, и искусство такого великого, народа. Это просто у меня, я згадую, тот проект, и у меня просто мурашки по телу, когда действительно вот эта маленькая крапелька Кара-Денис, которую мы старались показать в
Драгобычи. И это я уверен, это у нас получалось. Но, когда мы уже переехали в место, открытое для свиту, здесь уже новый досвид. Здесь все начиналось сначала. Мне очень импонирует, знаете, такое выражение, когда ты поднялся на гору, имей силы спуститься с горы и снова набирать силы, подниматься крок за кроком снова выше, выше и выше. И если в славном Драгобыче мы поднялись на маленькую, такой холмик, на гору за 3 года, то здесь, во Львове, уже проходит 4 года, и я еще даже не вижу ту высоту, на которую, можно подняться именно здесь. Вот так я могу сказать. И отвечая, если конкретно отвечаю на ваш вопрос, чем занимается, громадская организация «Рекет», то именно культура. Через культуру мы можем достучаться до людини. Вот так. А як взагалі сприймаються кримські татари на Заході? Як взагалі сприймаються кримські татари на Заході України? Я щось не чув питання. Ще раз, будь ласка. Гарби Українада Крым татарларны насыл кабул этелер? Як сприймаються кримські татари? Еще раз вопрос, как Як сприймаються кримські татари на Заході України? На Заходе Украины, вот смотрите, я не могу говорить про весь Заход Украины. Это Драгобыч и Львов. К крымским татарам, крымским татарам хорошее отношение, но нам нужно учиться говорить на равных с владой, с той властью, которая есть на местах, показывать постоянно, почему-то, я заметил, мы постоянно должны говорить себе, мы постоянно должны доказывать, что у нас есть культура, что у нас есть традиция, что у нас есть рідна наша мова. І оце з одного боку, це добре, це нас воспитує, це нас учить, не останавливаться на нашому пути. А з боку, я, например, казалось бы, уже 7 лет, многие, уже узнали про Крым, но иногда чисто на бытовом уровне, до сих пор еще очень много каких-то стереотипного мышления, до сих пор еще люди на побытовом рівні, чувствуют какие-то стереотипы. Трудно очень, как это называется, даже не знаю. Если отвечать конкретно на ваш вопрос, то люди здесь, на Заходе Украины, к крымским татарам относятся по-доброму. Здесь еще очень большое влияние играет история. Ці трагічні сторінки історії. Тому що, коли ми починаємо говорити про історію, про всі ті жахіття, які були з нашими народами, то тут, тут эмоциональное сближение получается. Потому что, когда я начинаю говорить про историю своей семьи, историю своего народа,
то в ответ в диалоге, да, я слышу, как будто действительно на одной мове мы говорим. То есть вот эта история очень сильная, да, очень сильно сближает нас. Вот. Ну и да. Амет Бей, а що пропонує освітний проєкт на урок? Ух ти, супер! Дивіться, саме сьогодні, 17 листопада, да, минулого вже року, я вперше дал открытый вебинар на этой платформе, на этой образовательной платформе по теме, да, по своей теме английский язык. Там, ну, я точно не помню сейчас, надо посмотреть, да, что за тема там была. Но эта платформа, освітня платформа, дает можливість, да, вчителям показывать свой опыт, поделиться своим опытом, своими наработками. Там очень много уроков, которые учителя берут, да, на вооружение, применяют их у себя на уроках. Почему я именно заинтересовался этой платформой? Потому что именно в прошлом году я вернулся в учительство, в свою педагогическую деятельность. 6 лет я не преподавал английский язык, а еще в Узбекистане, в Крыму мой опыт, да, это 18 лет, в Узбекистане 5 лет, в моем родном Крыму 13 лет, да, я был учителем, простой учитель английского языка, и для меня это было достаточно. Но с 2014 года я перешел в другую область, и мне было очень комфортно, когда я мог рассказать, да, про культуру крымских татар, да, про традиции, говорил, да. Поэтому мы же и организовали, да, вот создали громадскую организацию «Арекет». И в прошлом году я возвращаю педагогическую деятельность, также захожу в интернет, ищу какие-то новинки, инновации, да, в преподавании. То есть сразу дайвинг, да, такой произошел, зануривание в освітній процесс. И мне очень помогла эта платформа. Я там посещал сам вебинары, да, и именно 17 листопада прошлого года уже, да, провел свой первый вебинар, потом второй был, третий, 3 вебинара. Уже прошло 3 месяца, ни одного вебинара я не провожу. Я уже на эту платформу загружаю работы своих уроков, которые провожу, да, со своими воспитанниками в кружке английского knowledge. Для учителей это двойная выгода участия в этой платформе на урок. Первое – это поделиться своим опытом, рассказать, что ты умеешь, что ты достиг, и получить обратную связь, читать вебинары, показывать себя. То есть вот, очень хорошая платформа. Угу. Амет Бей, а як це викладати в час пандемії? Ой-ой-ой, пандемия реально. Я в первый год пандемии я так сильно не чувствовал ее. Как уже. И вот сейчас она меня захлестывает. Добре те, що дійсно в прошлом году я вернулся в школу. Это действительно была материальная поддержка. Я отримувал, да, стабильную зарплату. И это хоть как-то поддерживало меня. Это дуже великий виклик. Это действительно многие учителя, активная часть учителей, тех, кто хотели идти в ногу со временем, они уже давно и до пандемии
применяли вот такие онлайн-уроки, работали с интернетом, но вот именно в пандемию, да, многие учителя, многие стали опыта. Тогда приходилось, да, учиться самому, преподавать ученикам. Я могу, именно что я коснулся, я уже как батька, да, как отец могу сказать. Первый год, когда моя дочка, да, училась дистанционно, это был жах. Это реальный жах. Вчителі, да, я побачив, які вчителі вчать мою доньку. Це перше, да, це був жах. По-друге, и уже во вторую, да, волну пандемии, да, с этого года мы свою донечку определили на дистанционное навчание, дистанционная школа Оптима. И теперь она учится дистанционно. И вот это действительно освіта на високом рівні. Чому? Тому що кожен урок розписан. То есть подготовленный материал. Перед контрольными работами можно вернуться на тот урок в сжатом виде, да, в виде конспекта. Все зарегистрировано, все на блюдечке разложено. То есть в современном мире, да, вот именно такое дистанционное навчание, да, оно, на мой взгляд, очень хорошо принимается. Сейчас ми дуже задоволені іменно дистанційним навчанням. Аміт Бій, ви розробили багато методик для викладання мов. А як цей досвід може бути використаний для збереження кримсько-татарської? Ой, це дуже велика проблема. Дивіться, честно говоря, да, я даже не замысливался. Казалось бы, я вернулся к истокам, да, я вернулся на Батьківщину, в родной Крым, и просто слишком мало я прожил в Крыму. Да, я просто не успел, действительно не успел. Поэтому говорит же, торопитесь жизнь, она в любой момент может закончиться, да. А в Крыму я даже не замысливался. Почему еще тут чисто, понимаете, когда я розмовлял російською мовою, мені говорили: ти не знаешь крымско-татарский, а ну давай разговаривай по-крымско-татарски. И то есть вот это мне говорит, я был в шоке, да, что это такое? Что за нагнетание, да? То есть это было действительно дуже цікаво, це дуже цікаво. Але коли ми вже опинилися в Драгобичі, і коли я в розмові з людьми, з дрогобичанами, і вже здесь, да, постійно говорять про мову, і я дійсно осознанно, реально мова важить. То есть нужно учить язык. И поэтому я как могу сказать, сейчас очень хорошо, что есть интернет, очень много онлайн. Я узнал, что появилась интерактивная, да, онлайн-платформа, где ребята, молодые ребята, организовали уроки таким образом, что можно действительно учиться. Вот именно сучасний підхід до вивчення нашої кримсько-татарської мови. Я з донечкою вчора пройшов перші уроки, і був дуже задоволений. І там вибираєш латинський алфавит, кириллицу, да, мы выбираем латинский, потому что нам есть речь, английскую это, да, донечка проходит. То есть латинка тут нам ближе. И поэтому, буду сказать, нужно реально помогать таким активным, молодым ребятам,
которые в тренде, которые создают реальные, крутые вещи. И поддерживать их, да, распространять, говорить о платформах, да, таких онлайн-уроках. И, конечно же, нужна осознанность, чтобы методики хорошо, но если человек, да, не осознал, что ему нужна мова, то это, конечно, сложно. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос, да, вот как перший крок – це навіщо? Для чего тобі мова? Вот, если на этот вопрос ты ответишь уже с уверенностью, то уже можешь найти богато, безліч, да, методик, онлайн-уроков, и будешь и слушать, да, крымско-татарские сказки. Я вот смотрю сейчас, и в Крыму очень хорошие материалы, методики, песни крымско-татарские, учим слова. То есть на данный этап есть все возможности в изучении, да, крымско-татарского языка. Главное, чтобы была именно воля и осознанность.